Шлем распознает вот движение рук. Все, что сейчас на экране, участники видят в 3D-пространстве через специальные очки. Они не только передают виртуальную реальность, но и позволяют перемещать и создавать предметы. Такие VR-игры легко разрабатывает участник регионального WorldSkills Артур Денисламов. Формат очень необычный, тут всего лишь 5 команд, и мы должны прототип создать уже за 3 часа. То есть очень-очень в темпе. Навыки у команд разные, у некоторых нулевые, надо прямо с нуля за 3 часа что-то сделать. На все задания 18 часов. Сегодня первый этап – дизайн. Компетенция виртуальной реальности одна из самых молодых, и те, кто ей обладает, смогут состояться как дизайнеры и архитекторы 3D-пространства. Именно от этих молодых профессионалов зависит, как в будущем будет выглядеть образовательный игровой контент как на компьютерах, так и на обычных гаджетах. Они могут найти себе применение как в России, так и за рубежом. Ну вот в Татарстане тоже есть ряд фирм, которые разрабатывают данное приложение. Компьютерные игры и мультимедийное приложение создают и в Казанском техникуме связи. Их компетенция – одна из самых сложных в программировании. Сейчас мы разрабатываем игру, это казуальное приложение «Головоломка». Надо отгадывать слова. Самые большие сложности, это, конечно же, отсутствие времени, его очень мало, поэтому приходится чем-то жертвовать. А на площадке Иннополиса настоящие защитники, только отбиваются они не от военных, а от кибератак. Уже сейчас они могут распознать угрозы в интернете и защититься от хакеров. Вот, у нас там набор сайтов, мы на них заходим, выявляем какие-то недочеты в безопасности, находим какие-то специальные строки или секретные данные и пишем вот отчет. В Татарстане компетенция по кибербезопасности проходит впервые. Всего по новым профессиям будущего в республике соревнуются более 50 участников. В Нижнекамске свои навыки проверяют цифровые метрологи. Именно они разрабатывают технологии, которые автоматизируют самые сложные измерения. Данные специалисты уже сейчас будут востребованы, потому что данное оборудование уже присутствует на разных заводах в нашей стране. Дополнительный этап регионального WorldSkills завершится 7 февраля. Его победители отправятся защищать республику на национальном чемпионате WorldSkills. Юлия Муратова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань, Нижнекамск. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.